потихоньку себе. Сегодня с вами, ребята, на уроке математики мы с вами поговорим о времени. Скажите, что такое время? Какие ассоциации у вас возникают со словом «время»? У меня ассоциации со словом «времени», то, что если я опоздаю в школу, я получу двойку, опоздаю, не успею. Так, хорошо. А сейчас мы посмотрим на экран. Посмотрите. Читаем все вместе пословицу. Где время, потехи час. Эта пословица означает то, что нельзя понапрасну терять своего времени. Какие вы знаете часы? Часы. Солнечные часы, умничка. Песочные часы. Еще Водяные. и наши современные часы, которые мы привыкли видеть ежедневно. А теперь скажите, пожалуйста, какую форму они вам напоминают? Форму. Форму арбуза. Форму, геометрическую форму. Круглый циферблат. Так, похож на круг. А теперь скажите, как вы думаете, о чем мы сегодня с вами будем говорить на уроке математики? О чем, Мураим? Так, еще. Мы будем говорить о времени. О времени, умничка. И о какой геометрической форме мы будем с вами говорить? О круге. О круге. О круге. Хорошо. Давайте поставим цель нашему уроку. Цель. Какова цель будет нашего урока? Цель узнать, как чертить. Как чертить что? Круг. Умничка. И еще вообще, что такое Время. А еще что такое круг? Вообще, да? Да. Так, посмотрите. Круг и окружность — тема нашего урока. И цели урока. Читаем, Эмма. Узнать. Узнать, что такое окружность. И научиться Строить окружность. Вот сейчас те предметы, которые пришли к вам в голову, вы должны их изобразить цветными карандашами. Так. Ребят, на эту работу у вас 2 минуточки, поэтому скорее. Каждая группа выбирает себе своего лидера, и лидер вешает нашу картину, получившуюся на доске. Пожалуйста, вот смотрите. Да, прямо сюда в центр. Все, повесили. И теперь все красиво. Хорошо. Вглядитесь в эти картины, получившиеся в эти круглые предметы, и скажите, все ли они круглые одинаково? Все ли они имеют круглую четкую форму? Нет. Как вы думаете, что нам поможет для того, чтобы изобразить предметы ровные, круглые? Циркуль. Когда внутри заштриховано, это называется круг. Так, а окружность куда делась? Ну, никуда не делась, вот здесь и осталась. Тогда что получается? Окружность — часть круга? Совершенно верно. Запомните, друзья мои, что окружность — это линия, но не любая, а особенная. Все точки окружности лежат на одинаковом расстоянии. У всех у вас на парте есть такой циркуль. Мы сегодня с вами начертим окружность при помощи циркуля. Для этого открываем свою рабочую тетрадь. Что мы с вами написали? Окружность. Умничка. А как превратить окружность в круг, Рамин? Окружность надо заштриховать внутри. Умничка. Окружность нужно заштриховать внутри. Ну, для этого нам нужно оставим эту окружность без изменения, начертим еще одну окружность и превратим ее в круг. Пожалуйста, выполняем. Все, карандашинка. У вас, у каждого на парте есть вот такая крышка. Возьмите ее в руки. Возьмите ее все в руки. Есть крышка. Скажите, пожалуйста,
Какой она формы? Какой она формы, Дамир? Так, полным ответом ставим. Я думаю, что крышка формой круг. Формы, да, круглая, в круглой форме, и это круг. Скажите, пожалуйста, в этой крышке спрятана где-то окружность. Рассмотрите внимательно эту крышку и найдите окружность. Так, как вы думаете, где она? Кто нашел и догадался? Поднимите руку. А я вы? Она внутри, да. Так, резиночка, правильно? Теперь пробуем достать эту резинку. Пробуем. Доставайте. Так, так, достали. Вот, и я тоже достала. Так. Взяли в руки резиночку и крышечку. Взяли. Так. Смотрите, сейчас мы поиграем в такую игру. Я называю слово, а вы высоко поднимаете. Если я говорю круг, мы поднимаем крышку. Если я говорю окружность, мы поднимаем резиночку. Итак, положили все на карту. Играем в игру. Круг. Хорошо. Окружность. Так, окружность и круг. Молодцы. А теперь загляните друг другу в тетрадь. Загляните, посмотрите, как же они начертили окружность и круг. Загляните и скажите, ровные, одинаковые ли у вас фигуры получились? Вы складываете круг пополам. Складываем пополам. Сложили и прям линию сгиба хорошо провели. Так. Все, только пополам. Открыли, открыли. И при помощи цветного карандаша и линейки провели эту полностью линию сгиба, который соединяет две точки на окружности и проходит через центр. Хорошо. А теперь возьмите этот же круг, сложите его напополам, как он был по линии сгиба, и еще раз напополам. Вот так, вот таким образом. Эта линия, ребята, будет называться диаметр. Повторите. Диаметр. Это диаметр, который соединяет две точки на окружности и проходит через центр. Хорошо. А теперь возьмите этот же круг, сложите его напополам, как он был по линии сгиба, и еще раз напополам. Вот так, вот таким образом. Получится как... Вот, смотрите. Да. Разверните. Разверните. Возьмите в руки цветной карандаш другого цвета можно. Можно использовать другой цвет. Вот если то же самое, можно сделать. И чтобы у нас получились одинаковые с вами окружности, мы берем линейку, берем циркуль, иголочку подставляем к нулю, а карандашик, то есть грифель, мы подставляем к 2 сантиметрам. К 2. Так. Как вы думаете, что мы измеряли 2 сантиметра? Это что было? Радиус или диаметр? Подумайте, диаметр или радиус? Радиус. Умничка, радиус. А так, скажите, что мы сегодня узнавали на уроке? Что узнавали? Анзьяр, что такое? Окружность. Хорошо, что такое окружность? Еще что? Мы пользовались циклом. Хорошо. Какая цель у нас была на уроке? Какая цель? Какая цель? Узнать? Узнать, что такое окружность и круг. Так, и научиться? И научиться чертить. Умничка. Поднимите руку. Кто достиг этой цели? Кто узнал, что такое окружность? Кто научился чертить? Хорошо.